По данным Минсоцразвития, сегодня в республике проживает свыше 160 тысяч граждан с ограниченными физическими возможностями. Около 6 тысяч из них – это лица с инвалидностью первой и второй группы по зрению. Несмотря на это, каждый из них вправе получить достойное образование. Однако в Кыргызстане по-прежнему ощущается острая нехватка учебных пособий, что в свою очередь создает препоны в процессе просвещения самой уязвимой категории граждан. Хлеб, буква «Х». Хлеб, буква. Это для слабовидящих. Вот это буква «Х» по Брайлю. В реабилитационном школе-интернате для слепых и слабовидящих детей столицы обучается 219 человек. Здесь общеобразовательную программу ученики осваивают по двум системам, по так называемым системам плоского шрифта и Брайля, в зависимости от степени зрительных возможностей ребенка, пояснили специалисты. Да и то учреждение обеспечено учебниками нового образца лишь на 14%. Ну, конечно, литература по системе Брайля, она обязательно нужна. Почему? Потому что у нас здесь не выпускаются. И стараются как-то сами все это выпустить, и учебники, и методическую литературу, и художественную литературу. Киргизский язык переводится сейчас, да, слова. И они должны вот это все знать, как переводится. Но, как говорится, мир не без добрых людей. По инициативе одного из общественных фондов в свет вышли 44 новых учебных пособия для незрячих и слабовидящих граждан со шрифтом Брайля. Среди них есть и книги для тех, кто желает изучать государственный язык. Причем обучающая программа разработана таким образом, чтобы кыргызский мог освоить даже новичок. Свою поддержку в этом оказало государство, которое выделило на эти цели 220 тысяч сомов в счет бюджетных средств. Сообщество незрячих людей состоит не только из представителей титульной нации, но и других этнических групп. И нас радует то, что многие из них желают изучить государственный язык, культуру и историю нашего народа. Поэтому задача инициативных групп – это создать им необходимые условия. Стоит отметить, что ранее в типографиях республики ни разу не выпускалась учебная литература для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Теперь же такая возможность есть, но на этом инициативные группы не собираются останавливаться. В будущем также планируется поставить на конвейер не только книжные, но и аудиопособия, которые, по словам специалистов, в значительной мере помогут получить доступ к качественному образованию лицам с ограниченными физическими возможностями. Да и в пользовании такой подход более практичен, резюмируют эксперты. Медербек Мамбеталиев, Нурлан Асхатбек Улук, Вести, Бишкек.